Более 200 единиц военной техники для вооруженных сил. Новейшие броневики «Варта», суперсовременные беспилотники, танки, боевые машины пехоты и системы залпового огня. Президент Петр Порошенко передал сертификаты на новую и отремонтированную технику защитникам Украины. Об очередном укреплении вооруженных сил Украины в репортаже Владислава Стужука. Танки Т-80, броневики «Варта», реактивные системы «Град» и беспилотники. Президент Украины Петр Порошенко на военном аэродроме в Житомирской области передал военным около 200 единиц новой и модернизированной техники. І сьогодні ми маємо продемонструвати українському народу з одного боку зростаючу мобільні бойові можливості Збройних сил України. Що саме зроблено оборонно-промисловим комплексом, керівництвом Збройних сил України для підвищення могутності, сили Збройних сил. Среди тех, кто будет служить на новой военной технике, есть и крымчане. Бойцы 34-го мотопехотного батальона. Национальный головной убор «Колпах» с трезубцем и нашивка «Татарин» сразу бросаются в глаза. Асан Сейдаметов, крымский татарин, родился в Геническе, однако не забывает о своих корнях. На плац буквально с фронта, защищает родину с 2016 года. Прошел через Пески, участвовал в боях возле Донецкого аэропорта. Говорит, самая большая радость увидеть боевых побратимов живыми и здоровыми. Пацаны опять дома, родных видят, что выживают, возвращаются. Яркие моменты, когда выходишь на ротацию и всех пацанов видишь перед собой, живыми, здоровыми. Это яркие моменты. Есть ребята, да, у нас подразделение немало земляков. Это все мы братья, одно дело делаем. Асан видел все ужасы войны, и он немногословен. И рассказывать об этом не любит. Говорит, пока враг на востоке и в его родном Крыму, воевать еще предстоит. Лично мой интерес, цель такая, чтобы дети наши, родители не видели того, что видят на оккупированных территориях. Те села прифронтовые, разбитые, там, где дети ходят в школу, через разбомбленные дома. Чтобы наши дети этого не видели. Ассаламу алейкум всем родным, близким, кто меня знает, братьям. Потому что из Крыма много ребят у нас. Добра, здоровья всем. Сержант Александр Кравченко, побратим Асана Сейдаметова, участник революции достоинства, после аннексии уехал из родной Журавлевки Симферопольского района. С 2016 года пошел на контракт. Он точно знает, что вернется на родину, но для этого нужно много работать и никогда не сдаваться. Часто діти присилають малюнки там свої, і доволі рідко можна побачити там напис «Не здавайтесь». От не здавайтесь, це такий меседж, який нам всім потрібно тримати в себе. Ніколи не здаватись. Поки ми не здались, нас не перемогли. Александр и Асан сегодня получили модернизированные БМП-1 и вскоре отправятся на Восточный фронт защищать независимость страны. Владислав Стужук, Максим Кондратенко, Заман, АТР.